нации. Я предлагаю казахам всерьез к этому отнестись. Естественно, на русских, проживающих в Казахстане, им, российской власти, абсолютно наплевать, как, собственно, на русских, проживающих в России. Шевченко считает, что Алматы и Ташкент гостеприимнее для русских, чем территория Российской Федерации. Как раз со стороны России звучит хамство, оскорбление и наглость. Еще начиная с 1990-х годов, когда нынешний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин возглавлял Конгресс русских общин, открыто ставивший своей целью отторжение у Казахстана северных его территорий, заявлений Жириновского, попытки Лимонова вторгнуться в Казахстан, поднять партизанское движение, за что Лимонов был арестован в России, и постоянно звучащая несколько пренебрежительная, высокомерная интонация по отношению к Казахстану, выразил мнение политик. Шевченко добавил, что общая тональность Российской Федерации высокомерная и пренебрежительная. Эти проходимцы, сидящие в Москве, понятия не имеют ничего про реальную историю нашей страны, даже не прочитали школьный учебник истории, я уверен. Но в силу того, что они контролируют газовые, нефтяные трубы и атомные ракеты, полагают себя чуть ли не Наполеонами и Бонапартами. «Я считаю, что империализм идет из Москвы омерзительный», добавил российский политик. На вопрос, почему Кремль молчит в ответ на ноту казахстанского МИД, он ответил: «Никонов – это и есть Кремль. Вы полагаете, что он маргинал какой-то?» Реакции нет, потому что они сейчас все это проверяют. А какую ждете реакцию? Официальная позиция Кремля – это то, что сказал Никонов. Как они думают на самом деле? Это есть официальная позиция Кремля, высокомерного империализма по отношению к окрестным народам. Украина не до государства, у Казахстана не было государственности.